Здравствуйте, в эфире телеканал Тува-24. С вами Алгин Казбуян, и я расскажу вам об основных событиях на сегодня. В Туве продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. По последним методическим рекомендациям вакцинироваться можно и беременным женщинам, но только после 22-й недели. Сегодня в Минздраве региона состоялся брифинг, в ходе которой текущую эпидситуацию прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Тувы Мариана Кулар. Тему продолжит Айра Асад. В республике вакцинации подлежат более 207 тысяч человек, сообщает первый заместитель министра здравоохранения Тувы Мариана Кулар. Как отмечают в Минздраве региона, на сегодняшний день дефицита вакцин нет. По последним методическим рекомендациям вакцинироваться от коронавируса можно и беременным женщинам, но только после 22-й недели. Тяжелое течение заболевания и летальные исходы – это в основном лица не вакцинированные. То есть вакцинация против COVID-19, человек может заболеть после вакцинации, но человек болеет в легкой форме, и, соответственно, раз он болеет в легкой форме, без осложнений, а тем более без смертельных исходов. Поэтому вакцинация населения на сегодняшний день – это задача основная, которую вот сейчас мы должны с вами, нашим обществом выполнить. И я беременных женщин с 22-й недели тоже призываю приходить на вакцинацию против COVID-19. До 22-й недели не прививаем. Вакцинированные могут заразиться, но болезнь будет протекать не так тяжело и без осложнений, сообщили на брифинге. Первым компонентом на сегодняшний день привито более 108 тысяч человек, в том числе однокомпонентным спутником Лайт свыше 16 тысяч жителей республики. Обязательно нужно вакцинироваться. Всем нужно. Я всем просто рекомендую вакцинироваться. У меня все поставили, мои родственники, мои друзья, все поставили. Я Эпивак Корону, слабое недомогание, только первые сутки все. Потом отлично себя чувствовала, если учесть, что я пенсионерка. Почти 60 лет, я считаю, ничего страшного нет, зато я уже уверена. Инкубационный период штамма Дельта, который также распространен и в Туве, короткий и составляет около 5 дней. Индийский штамм коронавируса характеризуется стремительным развитием тяжелых осложнений. То есть это развитие таких осложнений, как пневмония, и, соответственно, у лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, коронавирусная инфекция, новая COVID-19, она протекает более тяжело, особенно у таких пациентов, как пациенты с сахарным диабетом, бронхолегочными заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, что сейчас хотелось бы отметить, что при дельта-штамме болеет в основном у нас большая часть, конечно, это лица от 18 до 49 человек, но кроме того, также и лица старше 60 лет. Сегодня мы также отмечаем, что и реанимационные отделения многофункционального центра, мы видим, что по анализу этого отделения мы видим, что тяжелых пациентов у нас не уменьшается, они все время у нас находятся в реанимации, и мы видим, что, конечно, пациенты отделения реанимации – это в основном у нас пожилые лица, то есть это 80, 70, 60 лет, и это лица, не привитые против COVID-19. В стационарных госпиталях Кызыла лечение получают 287 больных. Свою работу продолжает и амбулаторный центр. Индекс распространения инфекции сегодня варьируется от 0,9 до единицы. Только при снижении индекса до 0,5 возможно снятие некоторых ограничений. Так что об этом говорить еще рано. По амбулаторному наблюдению у нас продолжает функционировать амбулаторный ковид-центр, созданный на базе Центра профилактики. И этот центр у нас продолжает наблюдать пациентов города Кызыла, ПГТ Кахим, и мы не планируем его закрывать. И у нас по лекарственному обеспечению именно амбулаторных пациентов лекарства все имеются в наличии. И в настоящее время не снимаются ограничительные мероприятия, потому что опасность заражения еще высокая, поэтому запрещены культурно-массовые мероприятия, где собирается большое количество людей. Поэтому мы должны соблюдать все те противоэпидемические мероприятия, то есть это ношение масок,
масок, это частое мытье рук, это проветривание помещений, это дезинфекция помещений обязательно, это утренние фильтры в школах, в детских садиках, в других организациях. За последние сутки выявлено 53 новых случая заболевания COVID-19. В тяжелом состоянии находится 68 пациентов. Напомню, что с 1 января коронавирусная инфекция унесла жизни 200 человек. Айра Сад, Владимир Шуртуй, Кузал Сарысарен, Тува-24. В Туве продолжается оперативно-профилактическая декада госавтоинспекции «Чистое стекло», которая последовала после ряда ДТП, в том числе и с наездом на пешеходов, произошедших с участием затонированных автомашин. Своих коллег из Тувы поддержали и автоинспекторы десятка субъектов России. Тему продолжит Инна Клоян. Наша съемочная группа побывала на оперативно-профилактическом мероприятии госавтоинспекции. Инспекторы целенаправленно проверяли автомашины с красивыми номерами. Именно такие автомобили все чаще фигурируют в ориентировке ГАИ как злостные нарушители ПДД. Владельцы наглухо затонированных авто позволяют себе превышать скоростной режим, создавая аварийную ситуацию. Первое внимание дорожных полицейских привлекла иномарка «Бриллиант» с 3 девятками. На передних боковых стеклах, которые были установлены шторки. Видимо, в виде бонуса у водителя не оказалось при себе еще и документов на автомашину. Скажите, а зачем вам сетка? Для чего используете? Для каких целей? На водителя выписано 2 постановления о штрафе на 500 рублей за каждое правонарушение. В конце концов, водитель осознал вину и устранил причину нарушения на месте. При дальнейшем патрулировании стражи порядка заметили еще одного любителя шторок. Когда госавтоинспекторы потребовали у владельца ленд-крузера снять сетку, он, предъявив удостоверение работника прокуратуры, начал проявлять агрессивность, несмотря на то, что он сам нарушил закон. Но, тем не менее, ему пришлось подчиниться законному требованию полицейских и убрать сетки. Следующий представительский ленд-крузер с 3 шестерками привлек внимание с очень темными стеклами, явно тонированной не пленкой. Да, давайте вашу машину визуальный осмотр сделаем. К моменту остановки иномарки тонировки уже не было. Это так называемое двойное стекло. Когда за заводским прозрачным устанавливается тонированное, которое при необходимости моментально опускается дополнительным механизмом. Стоит отметить, что за подобное ноу-хау автолюбителю грозит прекращение регистрации транспортного средства за незаконное внесение изменений в конструкцию автомашины. То есть у владельца отбирают госномера и свидетельство о регистрации железного коня. Есть у нас в городе дорогие машины иностранного производства, которые имеют двойные стекла. При виде сотрудников ДПС они отпускают тонированные стекла на передних боковых стеклах и поднимают нормальные стекла без тонировки. Эту проблему надо решать на уровне руководства. В соответствии с требованиями технического регламента лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а 2 передних боковых стекла не менее 70%. Тонированные передние боковые и ветровые стекла зачастую становятся основной причиной наездов на пешеходов в темное время суток, а также столкновения при перестроении транспортных средств. Целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и неукоснительно следовать установленным техническим требованиям к транспортным средствам. При постановлении первичного протокола за нарушение в части нанесения на автостекло цветных пленок, шторок и других предметов, ограничивающих обзор водителю, на правонарушителя накладывается штраф 500 рублей и выписывается предписание об устранении нарушения в течение 10 суток. Если гражданин не выполнит предписание, решением суда его обяжут заплатить в бюджет уже 1000 рублей, но также могут ограничить свободу на период до 15 суток. В качестве примера приведем факт задержания водителя BMW X5. Автолюбитель проигнорировал законы и требования сотрудников полиции об устранении причины совершения правонарушений, то есть тонировки. В этот же день в отношении водителя составлен протокол, а он сам был направлен в суд. Теперь ближайшие 2 дня он проведет в изоляторе временного содержания. Инна Клоян, Чайхандангак, Мирана Иргит, Тува-24. По данным Кызылской ТЭЦ и Минтопэнерго Тувы, с 21 сентября тепло подано во все благоустроенные квартиры столицы. После летнего ремонта и оперативно принятых мер снят ряд проблем в многоквартирных домах Шаганара и Агдоврака.
Но жалобы все же есть, и касаются они, по уверению тепловиков, внутридомовых сетей, за исправную работу которых отвечают управляющие компании. Насколько успешно они справляются со своими задачами, выяснял Сайган Бюрбю. Стоит учитывать, что отопление подается в многоквартирные дома Кызыла не одновременно, а планомерно. По данным Кызыльской ТЭЦ и Минтопэнерго Тувы, с 21 сентября тепло подано во все благоустроенные квартиры столицы республики. Кызыльская ТЭЦ всем потребителям в городе Кызыле тепло подала. Все дома подключены были на понедельник этой недели. Однако жители некоторых домов продолжают жаловаться, и надо сказать обоснованно, что в их квартирах очень холодно. А у нас с теплом очень плохо, потому что вот этот спальня сильно холодно. У нас тепла 15-14 градусов, может быть, вообще очень холодно. На кухне и в зале-то более-менее ничего, терпимо. Сейчас тепло пошло, а в спальне нету. У нас сильно холодно. Хорошо, что у нас детей нету маленьких. Так бы замерзли они. Очень холодно. Как будто на улице мы находимся. В квартирах должна быть температура от 20 до 24 градусов тепла. Фактически от силы плюс 17. Такая же ситуация в домах на улицах Байхакская, Московская, Кочетова, Ленина. И заявления продолжают поступать длинным потоком. Сегодня порядка 80 обращений уже в службе имеется. Инспектора жилищного отдела службы в ежедневном порядке проводятся проверки. В случае, если факт подтвердится о том, что в каком-либо квартире не соответствует температурный режим, служба будет принимать меры в отношении управляющей компании. Это выдача предписаний со сроками, либо вопрос о возбуждении административного дела. В случае нереагирования управляющей компании по вашим заявкам просим обратиться жителей в службу государственной жилищной инспекции, которая находится на 4 этаже Дом печати. Это адрес Красноармейская, 100. Либо предварительно созвониться по телефону 56800. Это жилищный отдел. Отдельным вопросом стоит обстановка с отоплением в старом доме номер 19 на улице Паратурбинная, где после расселения большинства жителей осталось еще несколько семей. Он не был подключен, и он пойдет под снос. Там 5 семей, по-моему, они переселены. Так как система отопления разукомплектована, соответственно, подключать его никто не будет. Будут переселять людей и дом под снос. При подготовке этого материала у меня сложилось впечатление, что за холодом в квартирах видна вина управляющих компаний, которые не могут обеспечить техническое обслуживание отопительной системы подотчетных домов на должном уровне. А на дворе стоит минусовая температура. Сайган Бюрбю, Буян Монгуш, Кузел Сарксерен, Тува 24. Правительство Тувы внесло изменения в порядок перечисления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С этого месяца средства будут перечисляться напрямую коммунальным службам в обход физических лиц, получателей субсидий. Принятие такого решения было обусловлено образованием долгов за услуги ЖКХ у граждан, которым компенсации перечислялась на личные счета. По данным Министерства труда и социальной политики Тувы, компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в республике получают более 18 тысяч семей. Из них более 7 тысяч до настоящего времени, получив компенсации, не оплачивали коммунальные услуги и тратили средства господдержки на другие цели. В связи с несвоевременной оплатой коммунальных услуг у граждан ежемесячно образовывались долги. По данным Министерства топлива и энергетики Тувы, на 1 августа этого года общая задолженность потребителей республики за жилищно-коммунальные услуги перевалила за 1 миллиард рублей. Жители Тувы продолжают делиться мнениями по поводу итогов выборов и вступления в должность главы Тувы Владислава Ховалыга. Так, театровед, поэт Эрик Донгак считает, что, цитирую, «Владислав Ховалыг объединил всех: политическую элиту, интеллигенцию, общественность, духовенство и представителей четвертой власти». С целью сотрудничества и разработки учебно-методического материала для изучения сайотского языка в столицу приехала делегация из Бурятии. На базе Кызылской школы номер 2 состоялся семинар с учеными из Бурятии и Иркутской области под руководством директора Института развития национальной школы Сайзаны Тову. О цели приезда делегации и об итогах круглого стола расскажет Айра Сад.
Акинская районная администрация Республики Бурятия инициировала проект по возрождению вымершего сайотского языка, который относится к южной группе самодийских языков. Носителями языка были сайоты, часть племен саянских самодийцев, относящихся к коренным малочисленным народам. Их численность около 5000 человек. С целью сотрудничества и разработки учебно-методического материала для изучения сайотского языка в Кызыл из Бурятии приехала делегация ученых. У нас на сегодняшний день проблема преподавания сайотского языка, проблема сохранения и развития вообще культуры сайотского этноса – это очень большая проблема. Сайоты сами, как этнос, который хотел бы далее развиваться, сохранять свой язык, они одержимы желанием учить свой язык, возродить свой язык. И вы, наверное, в курсе, что тоджинский диалект тувинского языка очень близок по своему, так сказать, строю, по грамматике. И наша задача была познакомиться именно с представителями тоджинцами. И администрация Акинского района специально отправила вот этих молодых учителей, чтобы они переняли опыт по составлению учебно-методического комплекса. Министерство образования и науки региона и Институт развития Национальной школы республики готовы оказать помощь в составлении учебно-методического комплекса по преподаванию сайотского языка. Ученые договорились о сотрудничестве и предоставлении посильной помощи возрождению вымершего языка. Основная цель – это обмен опытом и, конечно же, наша помощь Института развития Национальной школы, а также Министерства образования и нашей республики в составлении учебно-методического комплекса по сайотскому языку. Сайотский язык, как один из тюркских языков, является также схожим с нашим тувинским. И, конечно же, вот наша роль будет большая в подготовке и разработке учебно-методического комплекса для сайотских школ. В свою очередь, учителя Тувинского из разных школ Тувы в рамках круглого стола делятся с молодыми учителями сайотского своим опытом преподавания родного языка. Также местные научные сотрудники детально рассказали о разработках Института развития Национальной школы и мероприятиях по популяризации национального языка. В этом году ввели эксперимент по Министерству образования. Приказ у нас эксперимент в первых А, первых Б классах. Это у нас эксперимент по программе тоже «Школа Россия», но у нас изучение математики и изучение окружающего мира идет на родном языке. Вот у нас в этом году ввели наш эксперимент и продолжим до обучения 4 класса. По словам заведующей кафедрой бурятской филологии Иркутского госуниверситета Елены Шарахшиновой, в Бурятии и в Иркутске в том числе учителей сайотского языка не готовят. Члены делегации побывали в Тувинском госуниверситете, где встретились со студентами филологического факультета. Как отметила кандидат филологических наук, проблем с набором именно на национальные языки в Туве не существует. В Республике Бурятия и в Иркутской области не готовят учителей сайотского языка. Я вот после встречи сегодня со студентами филологического факультета Тувинского государственного университета обратила внимание, что там действительно и ребят много, и студентов много, и они говорят на тувинском языке. И такой проблемы, как проблема набора студентов на национальную филологию, вот здесь не существует. Между тем у нас в Иркутской области, вот, например, нам набрать хотя бы 10 человек на бюджетные места – это очень большая проблема. У нас в Иркутской области особенно плохо с преподаванием родного языка. Не в смысле, что нет учебников и так далее, а нет желающих. Сегодня в мире насчитывается около 7000 разговорных языков. По мнению специалистов, каждые 14 дней умирает один язык, так как уходят из жизни последние его носители. Существует опасность, что к концу этого столетия половина из них может исчезнуть навсегда. Народ жив, пока люди знают родной язык. Айраса, Владимир Суртык, Узал Сарысарен, Тува-24. Эфир телеканала подходит к концу. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Пусть завтра будет лучше, чем сегодня.